бывает, что даже обыгрывает чистый лыжник. А налево идешь, Процуков, чуть-чуть выигрывай. 3 секунды всего. И на финише Александр Лугин, мастер спорта. Всем привет! Я в городе Алдан на чемпионате республики по лыжным гонкам и биатлону в рамках 4-й спартакиады Республики Саха-Якутия. И передо мной сидит Николай Янохов, системный администратор, по совместительству фотограф и универсальный сотрудник. Да? Он да? Ага. Здравствуйте. Крутой камера тарадын. Вы дядя, кстати. Да. Здравствуйте. А то только тапан. А? Танан. Ба. Второй этаж. Ребята работают, секретариат на месте. А за окном лыжня, где молодо, а? Ну, у нас в этом году чемпионат по лыжным гонкам и по биатлону будут проходить в рамках спартакиады 4 по зимним видам спорта. И сегодня у нас в программе индивидуальные гонки. У женщин и юниорок будет 5 километров, у мужчин и юниоров будет 10 километров. Свободный стиль, раздельный старт, по 30 секунд каждый будет стартовать. А завтра у нас в программе спринтерские гонки классическим стилем. В субботу лыжники будут отдыхать, выйдут на старт стреляющие лыжники, то есть будет соревнование по биатлону. Спринтерские состязания 7,5 по 10 километров у мужчин. И завершатся у нас соревнования лыжные эстафеты с воскресенья. Женщины и юниорки побегут у нас 4 по 3, мужчины и юниоры побегут 4 по 5 километров. В воскресенье эстафетные гонки. Ну, естественно, у нас в этом году, как вы знаете, эта 4-я спартакиада по зимним видам спорта проводится как бы второй год. Потому что в связи с пандемией у нас в прошлом году началась она. Провели у нас там 2 вида спорта, остальные виды спорта прошли в связи с закрытием. То есть мы не завершили все виды спорта в прошлом году, так как началась пандемия. И у нас в этом году остальные виды в основном все прошли. Это значит, хоккей у нас в городе Якутске, сноуборд, горные лыжи в Нерюнгере прошли, ориентирование в городе Якутске. У нас последние завершающие 2 вида спорта, лыжные гонки и биатлон. Вот начинается с сегодняшнего дня. Вчера у нас был заезд, официальная тренировка, то есть просмотр трассы, допуск участников соревнования. Ну и сегодня у нас первый день соревнований, индивидуальная гонка, свободный стиль. Мужчины будут бежать 10 километров, женщины будут бежать 5 километров вместе с юниорами и юниорками. Ну, трасса соответствует у нас по стандарту международного стандарта, как положено по российским правилам. И, соответственно, у нас приехало из всех, как бы сказать, 3 групп. В основном приехала это первая группа, 6 полных команд, и остальные, значит, это центральные улусы, да. И 18 команд, из них, конечно, вот только 6 полных команд. Есть улусы, которые вообще не явились? Ну да, северные улусы, в основном это 3-4 группа, там по 1-2 человека. Ну, это связано с тем, что они готовились в прошлом году, соответственно, значит, бюджет был заложен у них в прошлом году. Как вы знаете, освоение должно быть полностью быть в прошлом году, и, соответственно, средства эти, возможно, не использовали, поэтому в этом году как бы у них средств не оказалось, они, наверное, и не участвуют сейчас на этих соревнованиях. Сколько судей задействовано? Ну, у нас задействовано 35 судей. Как обычно, у нас здесь, если народу много участников, мы прибавляем до 40, до 45 бывает. Но стандарт у нас вот на чемпионатах республики обычно 35-37 человек. А есть судьи, ну, как сказать, российского класса, да, или... Всероссийской категории, к сожалению, я один, потому что это очень сложный такой процесс подготовки. Необходимо, значит, пройти определенную подготовку. Это 2 семинара, где необходимо сдать теорию и практики. 6 всероссийских соревнований надо отсудить. Всячески, например, как мне, главной своей коллеги, это очень сложно. Конечно, это финансово затруднено и, конечно, тут еще нормативы надо сдать. В
В этом домике готовят лыжи. В домике. Вот спортсмены ожидают своего старта. Мы тоже ждем. Участники соревнований из Татинского улуса. Здравствуйте, здравствуйте. Что, как погода? Ну вот, как видите, солнышко светит, ветер шепчет, как говорится, да? Трассу уже разведывали, да? Трассу знаем, ага. Как свои 5 пальцев. За сколько дней вы приехали до старта? За 2 дня приехали, все посмотрели, изучили, готовы, одним словом. Раньше же были тут, наверное, да? А раньше бывали, ага. Как условия проживания? А условия, конечно, очень хорошие условия. Питание на высшем уровне, комнаты проживания тоже. И самое главное, вот трасса мечта каждого лыжника. Архалеев Денис. Брат Архалеева Дмитрий, что ли? Кого? Капсагаиста. Нет, родственник. Родственник, да. К сожалению, нет разряда. Да. Сейчас, наверное, первый разряд выполнишь, наверное. Выполнишь. Он заряжен. Надеюсь. Алдан с детства мечтал здесь побегать, и мечта сбылась. Впервые в Алдане, да. И думаю, что покажу хороший результат. Буду собой Наша доволен. надежда Татинского района. Он единственный юниор из нашего улуса. Архалеев Денис. Мы можем наблюдать, что у Татинского района есть сборная форма. Айкабен. А у других улусов есть, да? Тоже есть, ага. Горячий чай, да? И еще что есть? Чай с лимоном. Остается у нас 8 минут. И можно с путика иностранных государств, гербы, флаги вас не приглашать и завернуть имеет право судья. Так что, я думаю, таких у нас спортсменов нету. Всю ночь клеили или заклеивали свои флаги и так далее. Так что уже в зоне видимости судей, потому что практически всех будем снимать. Ни в коем случае не опаздываем, потому что 30 секунд быстротечно уходит, невозможно одеть. Так что все-таки в 4 раз старт, пожалуйста, потому что пока сейчас 20,5 минута до старта. Уважаемые друзья, минута до старта первой участницы, и она будет открывать у нас чемпионат. Приглашается у нас Барашкова Виктория, Чучинский улус, и она будет открывать наше соревнование сегодня. Всем удачи, своей подготовленной. Дан старт. Четвертой спартакиады зимних видов спорта Республики Саха-Якутия. Атаковать. И традиционно афганские лыжницы на свои, конечно, делал больше километров. Красота, а? Чурапчылар. Иван Иванович. Хада. Николай. Павел Егорович. Представители управления физической культуры и массового спорта. Тренера.
Ждем на подъеме. А это номер какой? 16? Сандал Никаноров. Семьи управления спорта. Да? Мгм. Киси де киси. А. Самая громкая команда на трассе. Команда Мигана Кангаласова Улуса. Голос трассы. Алина, давай, тулев, последний! Давай!
Ща, варта. Один дали по нулям, Ағалылары хиллер бұтты. Дыхание слышны. Сочувствие получить достаточно легко. Зависть же нужно заработать. Михаил Шумахер. На подъемах всех отсняли, запечатлели. Вот, собственно, и лыжная база большая. А вот линия финиша. Кажется, все закончили. Ждем мужчин. Старт в 12 часов. Ага, осталось 20 минут до старта мужчин. Последняя участница среди девочек или юниорок финишировала. Все, ждем мужчин. 52-й стартовый номер Федотова Часть лимонов. 63-й стартовый номер Майдола Про Харнеревли. 45-м стартовым номером будет выходить. Но самое главное, я так думаю, что будет борьба между лыжниками чистыми, гладкими и биатлонистами. Потому что биатлонисты тоже бывает, что даже обыгрывает чистых лыжников. Немножко не удалось биатлонистам. Первыми мастера спорта, победитель первенства России этого года в золотой медали у него. Дегизов Антон более тяготеет с лыжным гонкам, но при этом тоже может показать сюрпризы. Среди мужчин Тащин! будет борьба между сборниками. Тащи! Петр, однокурсник мой. Тоже уже далеко не зарубаться надо. Бой лидером дать. Александр, Ленинский район, мастер спорта. В топ-10 войдешь, да? Рассчитывать. Чай, удачи. У нас в этой группе мужчин темное состязание. Вы обязательно увидите. Еще раз, спортсмены, уважаемые, мы понимаем, что вам необходима разминка, но разминаться надо. По лыжне. Протолог Николай Нюрка будет открывать эти соревнования. 35-й стартовый номер. Жирков Евгений, Момский район. Итак, дан старт. Мужчины, юниоры, 10 километров. Ну не красота ли, а? Вообще четко. Видео оставь, видео оставь.
Преимущество Максимова. А Света вообще молодец. Молодая, да, еще. Ну там только эти бегущие у этого убежали-то, а остальные эти все. Ну там Бронникова, Петрова, они тренируются. Поэтому... Как вы были, кстати, девочки? У Иры Лунки лучше. Сейчас. А? Да, ну потом подсасывать начали. Яшка, Яков Попов. Миш, побольше подкатывай шаг, есть. Миш, равнинные участки, подкатывай шаг побольше, иди. И трубу с горла сними. Давай. Сколько секунд выигрывает? 28 секунд, догнал, 30 секунд. Люля, лох, люля в кишке. Давай, Антон, да. Хоп. Бро, давай. Дай. А налево идешь, Процуков. Чуть-чуть выигрывай. 3 секунды всего. Дай. Ля. Это не твое. Дай. Оп-оп. Хорошо, умница. Давай. Люля, Хапсав. 3 секунды. Давай. Оп, хорошо идешь. Давай. Оп. А среди девушек кто выиграл? Среди девушек И Нью-Йорк, и женщин. Регина, да? Петрова Регина с Нерюнгринский район. А среди женщин? Ну, Прохор без понятия. Мы вот среди женщин точно не знаем. А вы не побежали? Ну, Нью-Йорке. Ага, побежали, участвовали, да? Да. И как? Не знаю. Еще результатов не было. А. Ну, пятерки, наверное, будут, надеюсь. А вы из какого вуза? Я с Якутска бегу. С Якутска? Да. А, там же тренируетесь? Да. Как лыжня? Отлично. Ну, ниже немножко подвели, конечно. Думала, лучше покатить. Со спуска у других накатывали меня. Подвели в каком смысле? Смазку не попали? Ну, может быть, но у меня как-то, может, лыжи не на ту погоду, просто холоднее из-за этого. Сегодня же сколько? Минус 4-3, да? Да, где-то так. Ну вот они хорошо бегут, как мальчики. Есть Амгар, тоже мальчик хорошо бежит для этого места. Ух ты, тут толпа, ну. Вот один мальчик. Ага. Терпеть. Коля, давай. Коля, ده خالومه استيعاب هي
Амгинцы. Стивни, накрыли. Кем Коля Дени? Коля, потерпи. Николай Максимов. Потерпеть надо, Дети Азии Коля, погодят оп. призера. Давай, Коля, ля-ля! Надо, чуть. А надо, Ирма. Юра, давай, реши! Нам теперь. Чай, не. Реши, вода. Ходу, уже. Давай. Она круто. Давай, ля-ля, поехали! Алёк, давай. Потерпи, сипанись, постарайся его держаться. Давай. А? Дальше нас, да? Тащин, будь нас сюда. Мужчины пошли на последний круг. Мужчины юниоры. Поправочка. Мы сейчас на финиш пойдем и будем Александр Морозов будет ждать финиша. Первый финишер. поселка Чульман Александр Процук, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России этого года. Абсолютно лучшее время среди юниоров. Кандидат в мастера спорта, молодцы биатлонисты. Наблюдаем за этой гонкой. Штатив упал. В рамках Пусть спартакиады падает. по зимним видам спорта. Камера-то у меня. Господа финишеры, судьи. Кто лидер у нас сейчас? 3 ребята, да? 44 номер. Ага. Мы будем подходить и узнавать. Далека приехал у нас 34 минуты. И на финише 10-километровой. Молодец, парень все-таки выдержал. Еще 40-й стартовый номер. 49, 53, так. И Рубинка туда не 53-й стартовый номер. Зыков Николай финиширует. Финиширует у нас Кококин Андрей, мастер спорта. Не сломай. Не расплатимся, не сломай. Не расплачемся. Че, не устал? А? Не устал? Устал? Вот, смотри, лежит, не может вставать. А ты стоишь. Значит, не устал, не выложился? Да все. Хахай ханы. Да тахалинда. Ай-кай-ка. И на финише на последний круг отправляется у нас Егоров Дмитрий. Постой, Антон, постой, не торопись, постой.
Ой. Что? Как дела? Kim hujjar jihanatın? هو من جنة جهات عايش بسنة Номер. И скоро посмотрим стартовый номер. Справимся в Воронцовской области. У тебя как ощущение? Хорошо. Давай, за здоровье. Или чё? 60-й Хорватская стен финиширует. И Катерчук Ярослав. Мастер спорта Ленский район. 58-й, да, Новый Иван. И финиширует Никита Вантон. Ай, как растет. Кандидат мастера спорта по биатлону, ну и по лыжным гонкам. Тайшин Петр на финише. Кандидат мастера спорта, город Якутск. О, карара. Интересно, иди быстрее. Не могу. Не можешь, да? Отдал стол, говори. Будь бэкпелями. Алексей Михаилович, следующий круг. И финиширует у нас Макдона Прохор от Деревни. Очень хороший. А, чё как? Делает наши стопы. Я разогнался, походу, до перед стартами. Как будто кондиции не добрал, поэтому не получилось, это нормально. Сейчас. В целом неплохо. Железная четверка. Красавчик. Да. Сейчас пятый стартовый номер финиширует Рамчеев Денис Сапта. Все впереди. Афганский спортсмен. Номер, конечно, далеко от там такого Никиты, но при этом неплохо для себя преодолел эту дистанцию, готов пройти. 64-й финиширует у нас Лавров Федор. Видит, как сок выжимается на спортсмены и без сил финиширует. Все силы остаются на дистанции. Молодцы ребята. И показать для своего района старались, не для себя. Егор Дмитриевич на финише, представитель города Якутска, мастер спорта, призер первенства России. Юниоров это было Эндрин кэллэ? Эндрин кэллэ? Чорда, хайда. Дон. Софья, и на шестой Павла Амира. 50 минут. И на финише Александр Лугин, мастер спорта, Ленский район. Заявка на
только лыжи снимать. Я поеду. А, ну давай, ты поедешь, да? Сразу на заминку? Ну, нет, одеться. А. Запутались у нас, да. Думаешь, Запутался в топ-10 попал, да, Александр? Конечно. Отправляется на последний круг. На какое место рассчитываешь? Давай, Максим. Первое, второе. За команду. Топ-10 на Якутии, можешь сразу завязывать. Финишеры Тимофеева и Сен, Чурамча. По текущим данным, кто у нас лидирует? А у нас забрали тот протокол, в том протоколе. Всё, может да? быть, вот этот вот, с Ленской еще. 52, 09. 38, финишеры у нас 75. Гребенников Николай. Неплохо. И вот Егоров Алексей. И финишер у нас опытный спортсмен Вишковский Мирослав. Из Майского. Евгений, вот это да, преодолел себя, во-первых, показал очень приличное время. Евгений Янков, Лёхма, Семен, Аманского вуза, 85-й стартовый номер, но при этом Евгению Янкову финишировал у нас Пепеля. Финишировал у нас Быканов Александр. Ну, уважаемые спортсмены, заминку на трассе не делаем, потому что соревнования у нас еще не закончились. На дистанции находятся у нас спортсмены. И финишировал у нас Панькин. Дмитрий. Я же еще отправили ее. Еще один круг пробежал. Ну? Да, шелом! Снимайте, внимание, иностранная символика. 4, 3, 2, 1. Я думаю. Чел 5 кругов сделал. И 90-й номер. Ау! Гордорит. Татар, красава. Взять официальные результаты. Нет, вот 47, у вас у кого-то 46. Кто это пишет? Это вот здесь пиши. Так, чемпионом четвертой спартакиады стал у нас представитель Ангельского вуза Шестаков Никита, кандидат мастера спорта. И среди мужчин он стал победителем гонки. Второе место Клугин Александр Ленск, мастер спорта. Третье место Кадгерчук Ярослав. Николай, поздравляем тебя со вторым местом, да? С третьим? Третий. Да, я очень рад. Нас протекает третье место. Но еще 2000-ми годами это даже отлично, наверное. Мне 18. Сейчас учусь в Республике Башкортостан, город Уфа. Да? Там, значит, проходишь сборы, да? Да, там живу, учусь. Я основном занимаюсь биатлоном. Значит, ты преднамеренно туда поступал, да, учиться? Да. Ну, чтобы заниматься биатлоном и лыжными гонками. Да. Расскажи про сборную Амгинского вуза. Ну, у нас сильная команда, мы можем бороться на первое место.
Ну, еще завтра и еще послезавтра есть эстафетная команда у нас отличная. Ну, прям хорошая. А первое место вот среди мужчин, который занял, он тоже амгинец? Да. Он тоже с тобой учится? Нет. Он где проходит сборы? Он проходит сборы в разных местах. В этом году в Новосибирске был, в Омске, еще там в Сыктывкаре вроде, Тюе. Ну, еще, это еще не точно. Я родом Амгинского улуса, село Слугача. Ну, занимаюсь где-то около 8 лет вроде. Тебе легче удается классика или свободный стиль? Свободный стиль. То есть это твой конек сейчас был, да? Да. И ты выжил из себя максимум? Да, максимум выжил. У меня как там друг, который сейчас первый стал, я за ним пытался держаться. Ну, все равно не получилось. Пустил. Какая самая трудная часть трассы? Трудно, это получается третья петля. Ну, трасса сейчас сложная, легче было бы пятеркой 2 раза крутиться, проехать. А сейчас делать 2,5, это вообще прям тяжелая трасса. Негде отдыхать. Остановка, отличная, мы в гостинице живем сейчас. А питание вообще отличное. Желаю удачи, еще впереди соревнования, спринт, биатлон и эстафета. Только что ваш воспитанник выиграл среди юниоров, и как вы горды? Я очень рад за Регину, это очень хороший результат она показала. Во-первых, она показала лучшее время и даже выиграла в мастера спорта, в новоиспеченном. А она сейчас КМС, да? Она КМС, да, по биатлону, да. Она бронзовый призер первенства России. Мы очень ее ждали, эту спартакиаду. Она была должна состояться еще в прошлом году. Но, к сожалению, знаете, по эти причины она не состоялась. И слава богу, что, можно сказать, она сейчас прошла. Мы очень рады. Прекрасный день, отличное настроение. Мы очень рады, что мы стали на лыжи и показываем высокий результат. Про сборную Нерингрийского улуса. Наша команда собрана из представителей города Нерингри, еще поселка Чублин представляет, где я являюсь тренером. Команда сплоченная, дружная. Выступаем достойно. У меня биатлонисты, они проходят сборы в городе Уфа, это как они уже сборная команда, и потому что оттуда легче выезжать на соревнования и климатические условия. А мы, которые остаются в Чульмане, в основном выезжаем Приморский край, Амурской области и Байкальск. Мы были так. Здесь первый снег, и почему сборная России сюда приезжает. Нигде нету, даже, по-моему, в Норвегии нету природного, естественного снега, здесь есть уже, да. Здесь раньше всех. В Алдане такая аномальная погода, я вижу, всегда снега больше. А этой зимой как? Алдан — это, как можно сказать, какой-то микроклимат для лыжников. Здесь всегда снег, здесь температура, мы замечаем, всегда повыше, потеплее здесь почему-то. И даже если мы там в южном районе, где-то на 200 километров Алдан, здесь мы даже одно время приезжали сюда на зимние сборы, на зимние каникулы и катались здесь на снегу. Прекрасные условия. Что вы ожидаете еще впереди 3 дня? Я думаю, 3 дня это будет упорная борьба на лыжне. Это работа смазчиков, потому что сейчас уже погода резко меняется, мы здесь уже есть такой фактор. Поэтому ждем борьбы и еще раз борьбы. Здравствуйте, поздравляем вас с победой. Здравствуйте, спасибо большое. Сколько лет занимаетесь? Лыжными гонками 6 лет, биатлоном 2 года. А по биатлону вы где тренируетесь? В основном в Уфе, Республика Башкортостан. Вы там учитесь или просто на сборы едете? Просто ездим на сборы. У вас разряд КМС, да? Да. И выиграли у мастера спорта? Получается так. В каком именно моменте вы знали, что вы ее выиграли? Или вы не знали? Я не знала до того момента, пока не посмотрела протокол результатов. Но вы чувствовали, да? Или не было такого? Нет, не было такого, потому что я не знаю, как они бегут, потому что в Алдане уже не была около года и не соревновалась с ними вообще, потому что это для меня старшая возрастная категория. Мне сейчас 16. То есть они, может быть, вас недооценивали, да? Черная лошадка такой. Получается, наверное, так. Не знаю.
я не знаю, сколько, конечно, собралось, но в Алдане я уже, как сказала, я уже долго не была, около года, и соревнования для меня здесь, ну, уже как родные стали. И поэтому я была очень рада здесь побегать, вспомнить нашу трассу любимую, увидеть всех спортсменов, с кем мы тогда бегали. Вот, например, сейчас, вот с которыми я бегала со старшей возрастной категории, интересно было с ними побегать. Сегодня свободный стиль, завтра классика, потом биатлон и еще эстафета у вас есть. Вы во всех будете участвовать? Да, я буду во всех участвовать. И есть такой фактор, что вы можете сохранить силы на эти предстоящие 3 дня? Ну, скорее всего. Или вы вылаживаетесь на старт, на каждый старт? Я выкладываюсь на каждый старт. Как говорит тренер, вышел на старт, надо бежать. Успеваете восстанавливаться? Да, конечно, вполне хватает одного дня. А массажист есть? Нету. Но тренер в роли массажиста выступает. Кого можете подчеркнуть сильнейших лыжников, которые сейчас приехали сюда? Ну, мастер спорта, больших или победители России там. Ну, звезд, можно сказать. Ну, естественно, Дубова Анастасия. Она как-никак, она мастер спорта. А также Сергеева Евгения, которая сегодня стала 2-я. А для меня вообще каждый спортсмен, это каждый для меня конкурент. Я никого не сбрасываю со счетов, как говорится. Они сегодня могли проиграть, завтра они могут выиграть. Поэтому я всех считаю за конкурентов. И что вы им пожелаете эти предстоящие 3 дня? Естественно, удачи, чтобы хватило сил до конца гонки, ну и чтобы они победили, и победил сильнейший. Поздравляю вас с финишем, так сказать. Вам сколько лет? Мне сказали, что вы самый старый лыжник. Ну, наверное, вышел на пенсию и чуть-чуть подбегиваем, помогаем своим друзьям, марафонистам, консультируемся, экспериментируем. Ну, вот в таком режиме работаем. А ваша мотивация вот участвовать на этом старте среди вот таких сильнейших бегунов? Нет, это было с прицелом на то, что мы, может быть, случайно поедем на Камчатку, если позволит здоровье. Вот для этого всего лишь. Это как репетиция перед тем стартом. А в лыжной гонке есть категория там взрослые, потом ветераны? В принципе, где-то есть, а где-то нету. Но как такого ветерана-то нету, это любители. Искаженное название, неправильное. Ну вы же среди взрослых бегаете, да? Среди мужчин? Да, это если, чтобы хорошо бежать, как сказал, на марафонах надо прилично бежать, где-то 8-10 быть. Если здесь так не бежишь, это, как сказать, лакмусовая бумага, то значит там точно ты не попадаешь в призы. То есть поэтому вот такие нюансы есть. Марафон в лыжной гонке это 50, 60, 100, вот эти вот. Вы которые... в таких дистанциях тренируетесь? Да, наша вот компания, она тренируется в таких вот дистанциях, и мы друг друга консультируем, занимаемся вот этим, такими делами. А с республики Саха-Якутия есть лыжники-марафонисты? И сколько их? Их много, да? И вашего возраста, наверное? Да, они все чуть младше, чуть старше, и они увлекаются этим, работают, ездят за границу, внутри страны, везде участвуют, и довольно-таки успешно. Из скольки участников вы какое место заняли? Я даже не знаю, не смотрел, по-моему, это протокол. Я смотрел, переживал за Никиту Шестакова, вот за этих пацанов, соседей амгинцев. И из Усьмаи сколько участников приехало? Я один, да. Один в поле воин. Ну, наверное, да. Но они были на связи, на телефоне, и по их рекомендациям я с Москвы лыж делал по их рекомендациям сегодня. Как вам ребята молодые? Нормально. Я бы ничего не сказал, не унизил бы и не восхвалял. Идет обычный процесс рабочий. И про спартакиаду пару слов. Тоже нормально, хорошая обстановка. Как-то все по-домашнему. Нету лишнего звона. Много артистов тоже мешает. Это все раздражает даже. А сейчас все даже очень хорошо, аккуратно. И все профессионально. Тип-топ по делу. Да, все по делу. Я вижу у вас форма ретро, да? Или старинная, да? Ну, это она такая любимая. Ну, есть и новые, конечно. Дело не в этом. Дело в том, что что-то подходит, она уже навсегда. Вот это, поэтому. Кажется, из нулевых или 90-х, да? Да, это даже из 90-х. Бьерндален, да? Да, это первые модели его. Можете спиной показать спину? Опа. Смотрите, раритет. Хотелось бы, чтобы ходили на лыжах, занимались. Это сильно процветает за рубежом. Ее особенно
радует, что у нас в стране, в других городах, поселках, это очень много народу. Даже бывает останавливают, просят освободить трассу, там, когда идут соревнования. Там. Одновременно находится до 500-700 человек на трассе, это очень даже хорошо. К сожалению, у нас в Якутске такого нету. Ну, вот, наверное, это придет со временем. Поэтому вот за это. Про лыжню еще не спросил. Как вам трасса? Ну, нормально. Я бы думаю, что как-то вот коротковато, необычно, конечно. Поэтому вот какой-то нюанс есть. Коротковато, в смысле, один круг 2,5 километра всего? Да, поэтому как-то многие не привыкли в таком формате бежать. Поэтому не так распределили силы и так далее. Даже запутались, я вот знаю, ребята. На третьем кругу начали финишировать и полностью в отвал ушли на четвертом круге, все проиграли. Вот такие нюансы есть. Ну, а так, конечно, привыкнут, ничего страшного. У меня дома, допустим, трасса у нас как раз вот 2,5-300. И она железобетонная работает. И после нее хорошо бежим здесь. То есть она даже, можно сказать, легче здесь бежать. Вы на классике, на эстафете и на биатлоне будете участвовать? Нет. И все, да, все, да? Все, я это марафонскую свою сделал, задачу, предмарафонскую, поэтому все. Хорошо. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Женя Зверюга. Че, как отбегал? 900. Топ-10. Топ-10 вышел. Миюну хоботун датта. Вставим уже. Чебите. Ребята раскатываются. Из окна мы видим. Уже вечер. О! Челик упал. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Так, посмотрим, чем тут у нас кормят. Хлеб. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Рыбная запеканка. Рыбная запеканка. Джентльменский морсик. Компот и чай. Так, я живу там. Там тоже живут. На третьем этаже тоже живут. На четвертом тоже, где? О, Макс, мы не видим, я кукин там рыбами. А завтрашний старт, да? Завтра будет классика. Говорят, будет заруба. Сейчас посмотрим комнату ребят. Два усолданца и один боец-сунтарец. Вот так заселились ребята. Обязательный термос, тапочки, ботинки, большие сумки. Чисто профессионально делают. Чисто профессионально. Как дела с витаминизацией? Бегаю БЦР. Был? Электролит. Электролитический Daily Max ПЦА Pro. Обычные ПЦА. Да, вот с этого дня у нас идет резкое потепление и температура переходит на плюс. Завтрашняя классика – это головная боль для смазчиков. Нам будет очень тяжело подобрать мазь.